пенальти. И здесь первым же навесом попадает прямо в стойку ворот. Полуфиналиста это у нас Абай Медиа победила команду Аякус Сити со счетом 3-1. И второй полуфиналист это команда Абай Аудана, которая победила команду футбольный центр город Семей со счетом 1-1 закончился их матч. И второй в дополнительное время в серии пенальти команда Абай Аудана одержала победу. Таким образом вышла в полуфинал нашего кубка. Прохладненько, и я думаю, футболистам это никак не помешает. Команде, кстати, забыл я представить команд. В синей форме играет команда Барка, и в оранжевой форме играет команда выбрасывать игроки команды Харажира. Здесь в центре перехватывает игроки Барка. Игрок под номером 4 смещается влево, дает пас седьмого игрока, и тот же играет назад. Перевод снова налево. Уже несколько возможных атак. Было со стороны Барха, которые снова с левой стороны атакуют. Мяч уходит на угловой с мячом Барха. Напоминаю, небольшой ветерок, и возможно даже где-то по ходу сейчас игры, если мне удастся, конечно, понять почерк протокола, то я вам озвучу составы команд. Состав двух команд. Играет Харажира. В одного летит игрок Харажира, но защитники уверенно забрали мяч и владеют с мячом Руслан Писаров номером 8. Шотан Фарман здесь капитан команды. Подача, нет офсайда. Прострел, нет. На ближней штанге никого не было, а вот на дальней, конечно, уже не подпустили мяч. Движение
вам сейчас состав команды Барка. Вратарь Бровка по номеру 87 играет Айманов. Братья Аймановых, наверное, потому что имена здесь не указаны. Затем Иргибаев, Волох. Если где-то произношу неправильно фамилию или имя, прошу прощения, потому что тяжело понять чужой почерк, когда написано непечатными буквами. Затем Будниченко Роман под номером 7. Нуртаев под номером 13. Шотанов Арман. Ермолаев С. Могу ошибиться, возможно. Емотов и Муха М. Шайзаданов, Султанов, Форскалиев, Алтаев. Здесь в атаке нарушение зафиксировал судья, арбитр. Умаров, Шайзаданов, Муратхан. Йомарбаев. Прошу прощения, что так долго, но имена здесь в протоколе не указаны, поэтому и почерк, конечно, сложно определить буквы. Состав команды Каражыра. Здесь у нас, кстати, штрафной удар. Расстояние. Попадает в стенку, еще один удар, и снова стенка отражает этот опаснейший удар команды Барка. Несколько ведущих игроков отсутствует на данный момент на поле. Возможно, они появятся во втором тайме. Да, можно. Даже на видео видно, насколько ветер сильный. Даже за пределами стадиона такой большой пыль поднялся. Уходит грамота от одного, и подача во вратарскую. И, к сожалению, никто не замкнул эту передачу. Состав команды Каражыра, к сожалению, не могу определить почерк, непонятно, но Алтикеев, Айбаров, Закареев. Да, возможно, вы скажете, лучше бы ты не читал, но хотелось бы всех зрителей ознакомить с составом, но порой где-то не удается. Нурахметов, затем под номером 19 Жаханбаев, Казакбаев, Амангельды, Кукешбаев,
Рахмбаев играет на вратаря. Назад команда Барка немного спустилась. Растягивает команд своих оппонентов. А Харажира пока выступает вторым номером, ну и где-то вот прессингует, если вы заметили. Затем Лият, Муса и Султанов, Бейсханов. Такие вот у нас ребята будут сегодня выступать. Некоторые из футболистов, возможно, даже появятся во втором тайме. 11 минут матча уже позади, а табло пока 0-0. Корпус проигрывает нападающий. Вингер команды. По схемам команд пока тяжело понять. Однозначно оба команды играют с 4 защитниками. Ну, приблизительно команда Харажира играет 4-3-3. Возможно, могу ошибиться, потому что ни в протоколе нигде это не указано. Это чисто визуально так говорю. 4 защитника выступают, и в атаке 3 нападающих. Один из них, возможно, был центральный. А у команды Барка на данный момент 3 в атаке. По ходу еще вам сообщу. Будет штрафной удар, подача во вратарскую. От ворот. В вчерашних 2 матчах, если не изменяет память, желтых и красных карточек не было показано, но были, мы с вами увидели серию пенальти и пенальти в игре увидели. Ну, надеюсь, столь таких грубых игр мы с вами не увидим сегодня. А вот серию пенальти можно ожидать. Будет штрафной. Подача. И здесь контратака, но центральный защитник успевает к мячу. И даже сумел в рамках правил выбить мяч в аут. И здесь судья свистит, видимо, игрок нападавший получил повреждение.
выходит на поле, чтобы оказать первую помощь. Не онлайн. Ну, вечером загружу. Да. Что-то можно? А что если так поздно начали? Ну, 3 же должны. 3:30. 3:30? Да, у вас 5 начинается. О, лучший левый защитник города идет. Заменился игрок, получивший Я, кстати, давно не играл. травму. Да, не в городе больше. Смысла нет на тренировке ходить. 5 человек ходит. Что, блядь, тренировка, ты штинги ебаный человек. Барха теряет мяч. Аджимамикор. Здесь подача. Никого нету. Вратарь играет. И пас у него получился неточным. Атака. По бровке здесь подача. Угловой зарабатывает игрок под номером 19. Бля, сегодня утром ставку поставил, короче. 5 тенге. И, блядь, все залетают, а 1-0 играет, короче, P1 надо было. У-23 играет. Я за 25, короче, беру, продаю. Они на 89 забивают, выигрывают же, съел твою. Да, неудачная подача. И снова перехват от команды Барха. Барха сохраняет, играет направо. Игрок под номером 9. Перевод делать? Он не разворачивает. Давай уже. Да. Погода, конечно, резко изменилась и идет, пошла дождь. Дождливая погода. Словно пыл здесь не замыкает под мяч игрок под номером. Да, пока не ясно, какой номер. Да, Игрок под номером 3 не сумел замкнуть к мячу. Тут я напоминаю, у нас здесь в команде Каражера выступает. В команде Каражера выступает самый возрастной игрок этого турнира. Вратарь команды, вратарь и капитан команды. Здесь судья уверенно назначает 11-метровый пенальти. И посмотрим, сумеет ли наш ветеран
16-метровый. Удар. К мячу подходит игрок под номером 22. И 65-летний вратарь против 22-летнего. И гол 1-0 открывает счет команда Барка. Ой. А ты как сказал, не будет играть? Ты можешь так не видеть, ты будешь что? Ладно, полгода что-то клеить, что-то слушать. Да, типа за поле будут говорить, как больше на поле. Подача во вратарскую. Вот она. Переход. И здесь удар по воротам. Свой же отражает этот удар. И линейный показывает, что был офсайд. Игрок под номером 19 оказался в офсайде. Видимо, переправить хотел мяч в ворота, но получилось так неудачно. Да, на улице дождь прям ведром льет по полю. И здесь уже можно заметить, насколько на поле скользко. Да, те, кто играет не в бутсах, наверное, пожалеют об этом. Да и в такую погоду играть травмоопасно. Мячом игрок под номером 4, Барка. Центральный защитник неудачно выбивает, и все же партнер его по команде сумел подстраховать. Еще один удар. И игрок под номером 9 отправляет мяч выше ворот. А что, один мячик, что ли? А? Сейчас пройдет точно? Вчера хотя бы 2 гола. Вчера кто как сыграли? 3-1, 1-1. Абай Медиа 3-1 победили Аягөз. И 1-1 Абай футбольный центр. Еще кто прошел 1-1? Там по пенальти Абай прошли. Абай прошли? Сразу Это на вылет же сразу. А, да. 25-я минута матча у нас Так что, идет. у нас уже 1/4. А турнир что, город большой? Все, что ли? Это вы зимой, что ли? На следующей неделе. Съезжать, да? Убегай. Гаражера, блин, хоть что, в оранжевой футболке самое главное. У них же вроде раньше было нормальная синяя форма. Да. Разобрали, да? Подача на забег. Шотанов не успевает к мячу. Забирает мяч игрок под номером 33. Пас в центр. И здесь делает все-таки удар. Вратарь сумел. Но... Это Карим старенький. Смотри внимательно. Папа? Ау. Осторожно, не лази, сын. Слушай. Ассалоги.
больше половины первого тайма уже позади. Счет матча 1-0 в пользу команды Барха. Гол был забит с пенальти после нарушения правил команды Каражыра. Игрок под номером 9 с мячом играет назад. Перевод Али. Да, идет небольшая такая перепасовка. И на забег нет. Стой, иди сюда. Ну иди туда, попробуй. Пока команда Каражыра не может ответить такими атаками, как Барха. Барха, кстати, таки по флангам неплохо идут, но почему-то до завершения не доходит. Ну и пару сейвов у вратаря Каражыра также имеется. Здесь подскользнулся игрок и потерял мяч. В центр. Ты в бутсах? Снова по левой бровке идет атака, подача и замыкает. К сожалению, удалось забить игроку под номером 33. Это первый тайм будешь снимать? Нет, полный матч. Развели игроки. Мяч в игре. Напоминаю, гол был забит с пенальти команды Барха. Игрок под номером 22 сумел переиграть вратаря Султану Гайни. Центральный полузащитник команды. Но на данный момент он помог своим игрокам по защите. Перевод направо. На забег сильно, но на поле. Пас никуда. А очень легко перепасовываются игроки Барха. Пока особой прессинга не видно, но вот здесь отбирает и тут же потеряли мяч. Пробить можно было? Да, пробил поворотом выше ворот. Ударная позиция лучше была. А ты что, играть собрался?
Разрешили? А, Бека. Мучаете, да, с ними? Вы с ними как сыграли с Панамой? Хорошо, как сыграли? Вы же решили играть с ними не играть, да? Я Барс не кушал. 33-я минута матча идет. Пока большинство игрового времени владеет мячом команда Барка. И судья показывает на угловой. Свободный удар. Вот она. Вот и пошла перспективная контратака. Партнеров по команде не имеется. И Долбоёб. пускает шанс команда Харажира. Вот ворот. Атака по правой. Обыграть не удалось. С мячом игрок команды Барка. Шахтарь забирает мяч. Снова перехват. Не удается вот команде Харажира завершить свою атаку до ударного. Ошибка полузащитников. Получает Аза. Поехали в магазин. по ноге игрок команды Барка.
с неточным пасом игрока Барка. Но будет угловой. Разыграли. Красиво через себя попробовал Будниченко Роман, но неудачно. Мяч полетел в другое направление. Все, друзья, завершается у нас первый тайм со счетом 1-0. Друзья, продолжается у нас игра, второй тайм между командами Барка, Каражыра. Теперь команды местами поменялись, точнее воротами поменялись, и Барка будет играть здесь. Игрок команды Барка получает небольшое повреждение. Штрафной удар. Кстати, друзья, после первого тайма некоторые игроки поменялись. И здесь мы видим, что поменялись, вышли на поле новые игроки под номером 33, 89, под номером 9. 1-0. Барка. Будет угловой. Несильный удар был по воротам.
Подача. Ударный момент, и мяч улетает выше ворот. Нормально. Подача. Ну, все-таки мне бы лично хотелось, чтобы команда Харажира отыгралась, и тогда, возможно, будет позрелищнее смотреть этот матч. Мы бы увидели чуть больше атак от команды Барка, но нет, не удается пока им атаковать. Вот хочу я ли увидеть серию пенальти? Думаю, нет. Не хотелось бы, чтобы команды расстраивались после вылета с серии пенальти. Это очень обидно. Сами знаете, пенальти — это лотерея. Вы можете целый матч вести по счету, потом случайно пропустить, затем по серии пенальти вылететь. Поэтому не хотелось. Пусть победит сильнейший. Да, неточный пас центрального защитника. Будет угловой. Да, большинство времени. Здесь у нас замена. Меняются игроки. Вратарь покинул свою зону. И угловой неудачный можно назвать. Да, честно говоря, вот, мне кажется, что игрокам команды Харажира не хватает скоростных физических данных, потому что игроки более возрастные, молодых ребят здесь на поле не замечаю, но на скамье запасных имеются молодые ребята, которых можно будет выпустить во втором тайме и изменить что-либо. Выше ворот улетает мяч. Да, непонятно. Есть ребята помоложе, побыстрее, но почему-то решили, что опыт команда сыграет на опыте. И пока им не удается, вот начинается атака по левой бровке, и тут же ошибаются игроки в оранжевой форме.
Хватает скорости нападающему и в подкате сзади. Да. Ошиблись все игроки. Барха. Каражира с мячом теряет мяч. Синие начинают свою атаку. Выход 1-1 с вратарем, и вратарь отражает этот удар. И снова контратака от Барха прерывается. Вперед налево. Шайзадан с мячом. Пас на забегающего своего оппонента и вот ворот. Будет замена проведена. Входит на поле молодой игрок места возрастного. И это значит, что хороший удар головой от Шатанова, но вратарь в этом эпизоде побеждает, оказывается лучшим. На поле, кстати, вышел команды Каражира Рахмбаев. Под номером 5. Снова получает травму игрок под номером 22, но остановки еще не было, мяч улетает.
пределами поля. Еще одна замена готовится выйти на поле. Производится еще одна замена. Входит на поле Ерохин Артем. Выходит вместо автора гола. Автора первого гола. Ерохин Артем. И тут же пробивает игрок под номером 7. Играет назад на вратаря. Прессингует вышедший игрок Рахмбаев. Здесь стеночку сыграли и Муха Максим теряет мяч. Мимо двоих простреливал хорошо, но замкнуть игроки не сумели. И снова еще один удар. За ударом спасает свои ворота вратарь команды Каражера. Еще одна атака, и вратарь все контролировал, полностью контролировал свои ворота. Будет удар от ворот. Седьмая минута матча. Счет матча не поменялся после первого тайма. 1-0 ведет команда Барка. Осторожно.
мячом. Муха. Подача. Еще один удар. В исполнение попадает Будниченко в перекладину. Хотя казалось, что вратарь контролировал ситуацию, но перекладина спасла команду от одного гола, и линейный показывает, что был офсайд. Напоминаю, команда Барка. Так, дополнительно. Хочу рассказать, что команда Барка недавно выступала в чемпионате Республики Казахстан по мини-футболу в групповом этапе. Если не ошибаюсь, в стадии плей-офф, и, к сожалению, потерпели поражение и таким образом не сумели занять призовые места. Какой-то от одного, подача, с лету пинает игрок под номером 9 выше ворот. Будет отворот. Вводится мяч в игру. Развели игроки. Аут с мячом Барка. Еще один удар, и залетает Галешник в ворота Каражера прямо в девятку. Пробил игрок под номером 7 Будниченко Роман. И этим самым, друзья, счет матча становится 2-0 в пользу команды Барка. Да, несколько раз пробивал этот же игрок по воротам, но где-то им не удавалось. Ему где-то не удалось попасть в створ. Однажды даже попал в перекладину, но в итоге он сумел отличиться. Также произвели замену после гола команда Барка. Вместо Шутанова Армана под номером 17 выходит новый игрок под номером 24. Нуртаев.
Еще один удар, и вратарь на этот раз ловит этот мяч. Шестьдесят пятая минута матча у нас идет. Не удалось Каражара завершить свою атаку. Перевесил вратаря. И игрок под номером 9 отправил после подачи мяч в ворота. 3-0. Да, только что, если бы команда Каражара забила свои атаки, возможно, было бы все по-другому. Да, снова вратарь и защитники сыграли умнее нападающего. Каражара пытается выйти из своей половины поля и тут же теряет мяч. Перевод налево. Перевод направо. С мячом Будниченко. Пас на Ертаева. Нуртаева, прошу прощения, принимает мяч команда Барка. Подача, никого. Шайзаданов. Да, вратарь в этом эпизоде оказался лучшим. Был офсайд. Точнее, игрок находился в офсайде, и поэтому атаку не стали продолжать. Алсанкова.
И тут снова не удается полноценно завершить атаку команде Аражера. Семидесятая минута матча. До конца игры осталось порядка 10 минут, смотря сколько добавит арбитр к основному времени. Напоминаю, тайм у нас по 40 минут. Да, полностью контролирует команда ход матча. Команда Барха. Нету офсайда. Таев. Опасно забегающего. Здесь прострел не смогли игроки Барха. Производится замена. Будниченко. Роман, автор красивого гола, покидает поле. Вместо него выходит игрок под номером 17. Ошибка защитников. Игрок под номером 3 практически выходит 1-1 с вратарем и забивает в девятку. 4-0. Также арбитр показал. Не показалось. Так, продолжается игра. Счет матча 4-0. Здесь ошибка защитника. И ошибка вратаря приводит к голу. 4-1. Муратхан Расулан ошибся в защите. И также вратарь на выходе ошибся. Это у нас Жамаханов Дидар. Если не ошибаюсь, возможно, будет ошибка в произношении фамилии. Ну, как сумел прочитать, так и произнес. Прошу понять. Очередная атака Барха. Еще одна атака Барха. Нет, не прерывается. После этой игры мы с вами, друзья, будем наблюдать еще одну пару четвертьфинала. Команда Семей Достар будет играть против команды Фортуна.
Еще одна атака выходит. Да, защитник не добежал. Атакующий обыграл вратаря. 5-1. И автор гола Волох под номером 93. Все, друзья, завершается наша игра со счетом 5-1 в пользу команды Барка, которая играла с командой Харажира, и проходит в полуфинал нашего турнира Кубка семей. Всем до скорой встречи, пока.